Когда Русту было 10 лет, в 1977 году, его мама Райса Ахмадуловна, к тому времени заслуженный врач РСФСР, руководила Азнакаевским родильным домом. Высокая должность способствовала получению крупногабаритной трехкомнатной квартиры в центре города на улице Ленина по линии райкома КПСС. Так Руст стал представителем одного из наиболее авторитетных дворовых сообществ под названием «Центр», состоявшего из сыновей городского начальства и местной интеллигенции. Все они были разносторонне развиты физически и культурно, владели боевыми искусствами, самбо, борьбой, боксом, но при этом играли на различных музыкальных инструментах – гитаре, клавишных и ударных. Один из подвалов, принадлежащий начальнику городского производственного предприятия, его сын переоборудовал под спортивный зал. Маты для борьбы, боксерские мешки и груши, турник, штанги, гири, гантели – в общем, все, что надо для занятий силовыми видами спорта. Другой, принадлежавший главному редактору городской газеты «Маяк», на стенах которого висели постеры с изображениями известных музыкантов групп Rainbow, Абба, Kiss, Элис Купер, Смоки, был оснащен профессиональной музыкальной аппаратурой, усилителями, колонками, комплектом гитар, импортной ударной установкой с барабанами и тарелками, приобретенной специально для своего сына влиятельным отцом. По вечерам дворовые пацаны исполняли там песни популярной отечественной и англоязычной рок-музыки из репертуара Юрия Антонова, «Машины времени», Битлз, Дип Перпл, Лед Зеппелин, Пинк Флойд, Элтон Джон, Юрайя Хип и других. Руст, как и многие его сверстники, увлекался игрой на гитаре. Но все же приоритетным был для него спорт. К моменту переезда в центр он уже 2 года занимался боксом. Так что по всем параметрам он приходился ко двору центровой братьи. Пацанская среда Азнакаева была жесткой. Требовалось умение постоять за себя. Наполненная веселыми и драматическими событиями сага, во многом автобиографично-собирательными образами построена на реальных исторических событиях, произошедших в Афганистане в разное время. 6 ее героев – боевые друзья Костян, Константин Тевс, Руст, Рустам Тукаев, Монгол, Дархан Бадмаев, Стрела, Герман Стрельцов, Сидор, Сергей Сидоренко, Костер, Иван Костров, войсковые разведчики ограниченного контингента советских войск в Афганистане, призванные в советскую армию осенью 1984 года из разных регионов СССР. Их дружба пройдет испытание на прочность, начиная с первых дней в учебке, в боевых операциях в Афганистане и по возвращению с войны. Невзирая на тяготы и безвременье, они неизменно оставались верны воинскому долгу, дружбе, рисковали жизнями и с честью выполняли боевые задания. Вернувшиеся домой из-за речки солдаты необъявленной войны пройдут перипетии 90-х и перевернут страницы истории. Но кто сказал, что Афганистан остался в прошлом? Однажды вошедший останется в круге кундузском навсегда.